У меня мой доклад и мое обращение было связано по первой части, но моя личная судьба, она также связана и с этим темой, которая сейчас обсуждается, а именно образовательной системой. Меня зовут Дилер Неметов, я из Крыма. Я являюсь сыном одного из политических заключенных крымских татар, мусульманина Ремзи Меметова. Я координатор объединения родственников политзаключенных «Крымская солидарность». Мы приехали от Крымско-татарского ресурсного центра. Начну я с этой части, почему моя судьба именно связана впоследствии после ареста моего отца, а я занимался долгое время серьезно наукой, химией, органической химией. Я аспирант научно-исследовательского института, связанного с медицинской химией, но вследствие того, как посадили отца, мне пришлось остаться дома, помогать по матери, младшему брату и так далее. Но возвращаясь к первой части нашего обсуждения, я бы хотел выступить с таким докладом. Хроника жизни крымских татар-мусульман ухудшается с каждым временем и днем. Абсолютно каждый крымский татарин, который исповедует ислам и который старается жить по его канонам, он автоматически становится жертвой репрессивной машины ФСБ. Почему? Сегодня в тюрьмах содержится более 25 человек, которые арестованы по статье терроризм. Так, 12 мая 2016 года в Бахчисарае арестовали как раз-таки моего отца и вместе с ним еще 3 крымских татар-мусульман. После продолжительного обыска, в результате чего были напуганы дети, были устроены облавы целых районов, оцеплены места компактного проживания крымских татар с использованием всевозможной спецтехники, ОМОН, полиции и так далее. Подобные мероприятия проводились спецслужбами не только в Бахчисарае, но и в Симферополе, Ялте, Севастополе и других городах Крыма. Вот уже 1,5 года, как сидит мой отец, незаконно обвиненный и оклеветанный. Сегодня ложь и доносы со стороны подконтрольных духовных управлений также стали нормой, которая разлагает сегодня наше общество и наш народ. Поэтому все это мы расцениваем не иначе, как унижение нашей культуры, нашей религии, наших традиций, оскорбление наших чувств, посягательство на наше право, на право свободы вероисповедания. Все это является настоящей дискриминацией крымско-татарского народа, как коренного народа Крыма. Сегодня судят не отдельных лиц, а судят весь народ. Меджлис крымско-татарского народа, как светский орган, стал объектом экстремизма, тогда как соблюдающие ислам мусульмане стали террористами. Наш народ уже называли в 1944 году предателями советской власти. Сегодня же придуман новый ярлык, а именно террористы и экстремисты. Но крымские татары, мусульмане, никогда не принимали это и не примут это сегодня. Коренной народ Крыма никогда не согласится с этим. Любому здравомыслящему человеку понятно, кто на самом деле террорист. Спасибо большое за внимание.